Худжанде, заведующая детсадом и сотрудник кредитной организации, обвиняется в крупном хищении. Си Цзиньпинь планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским. США продадут 3 атомные подводные лодки Австралии для защиты от Китая. ЧВК «Вагнер» вербует заключенных женщин для войны в Украине. Заведующая детским садом номер 7 города Худжанда Манидаджон Раупова и сотрудник филиала кредитной организации МОМ Интернешнл Малик Худжа Рахимбоев подозреваются в подделке документов и хищении в крупном размере. Путем подделки документов они оформили кредиты на имя 11 человек якобы для развития бизнеса и ремонта дома. Об этом сообщает пресс-служба агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана. Оформленная сумма, по данным ведомства, составила свыше 161 тысячи долларов и 727,5 тысяч сомони, которые они присвоили себе и потратили на личные нужды. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям 246 «Хищение средств, выданных в качестве кредита» и 340 «Подделка документов» Уголовного кодекса Республики Таджикистан, сообщает агентство. По первой статье наказание предусматривает штраф в размере от 547 до 1460 показателей для расчетов или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества. Наказание по второй статье – штраф в размере от 365 до 912 показателей для расчетов или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Председатель КНР Си Цзиньпинь планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Это будут первые переговоры лидеров КНР и Украины с начала войны. По данным издания, встреча пройдет на следующей неделе в онлайн-формате. Перед переговорами с Зеленским Си Цзиньпинь намерен приехать в Москву и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. О планах китайского лидера на следующей неделе посетить Россию ранее также сообщило агентство Reuters. Ни в Киеве, ни в Москве эту информацию комментировать не стали. США построят для Австралии, ощущающей растущую угрозу со стороны Китая, не меньше 3 атомных подводных лодок в рамках Тихоокеанского военного альянса «Аукус», в котором участвует также Великобритания, говорится в совместном заявлении лидеров 3 стран, подписанном в понедельник в Сан-Диего, главной базе Тихоокеанского флота США. 3 подводные лодки класса «Вирджиния» будут поставлены Австралии в начале 2030-х годов. Они не будут вооружены ядерным оружием, но будут иметь атомную силовую установку, что обеспечивает большую бесшумность. При необходимости их количество может быть увеличено до 5. Кроме того, как сказано в совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и австралийского премьера Энтони Альбанезе, с 2027 года Великобритания и США начнут на ротационной основе размещать в Западной Австралии свои подлодки до 4 американских и 1 британской. Это мыслится как дополнительный фактор сдерживания для Китая. 3 страны совместно разработают новый тип атомной субмарины, которая будет строиться в Великобритании и Австралии. Первый из них, как предполагается, поступит на службу британского флота в конце 2030-х годов, а в начале 2040-х – австралийского, сообщило правительство Великобритании. По оценке британской военной разведки, российская частная военная компания «Вагнер», воюющая в Украине, может столкнуться с трудностями из-за запрета на вербовку заключенных. В очередном обзоре Минобороны Великобритании говорится, что в последние недели владелец ЧВК Евгений Пригожин, вероятно, потерял доступ к рекрутингу в российских тюрьмах из-за постоянных споров с руководством Минобороны России. Если запрет останется в силе, Пригожин, скорее всего, будет вынужден уменьшить масштаб или интенсивность операции ЧВК «Вагнер» в Украине, считает британская разведка. Тем временем, по сообщениям Генштаба ВСУ и главы фонда «Руссидящая» Ольги Романовой, Россия вербует на войну в Украине женщин-заключенных. В утренней сводке украинского Генштаба 13 марта говорится, что в одном из вагонов, привезших пополнение для войск Российской Федерации в Донецкой области, находились женщины, завербованные в колониях. По словам Романовой, в Украину могли быть отправлены около 100 женщин, отбывавших наказание в колониях Юга России.